а саме от про людей, які тікають зараз від війни і від можливої розправи. Діана Серебрянник, керівниця правозахисної організації «Права і свободи громадян Туркменістану», приєднується зараз до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий день, Діано. Добрий день. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у вашій країні і як події в Афганістані на неї впливають, як працюють із біженцями? Ну, Туркменистан, в принципе, не принимает беженцев с Афганистана. Туркменистан вообще не принимает никаких беженцев. Но на границу с Туркменистаном есть два места, это Антхой и Фарьяб, где проживает более миллиона этнических туркмен. То есть они граждане Афганистана, но этнически они родились в Туркменистане и покинули территорию. Они хотели бы приехать на территорию страны, но их туда не впускают, потому что руководство страны их боится. Они тоже связаны с Талибаном, но поскольку они радикалисты и исламисты, то существует такая возможность, что если вдруг талибы и войдут на территорию Туркменистана, то это идет как бы не с самой верхушки, а именно от афганских туркмен, которые хотят войти на территорию страны, и план минимум это отхватить Либабскую область Туркменистана, а план максимум это полностью сменить власть в Туркменистане, чтобы, поскольку в Туркменистане развита межплеменная рознь очень сильно, то сменить племя Ахал на племя, допустим, Эрсары. Вот. И поэтому, конечно, ситуация осложняется вот этим, потому что, с одной стороны, у Туркменистана есть договоренности с талибами, что они не нарушают границу и не входят на территорию Туркменистана. С другой стороны, афганские туркмены, которых, в принципе, поддерживают оппозиционеры, сидящие в Европе, и которые тоже лелеют мысль свергнуть власть именно военным переворотом, учитывая военный опыт Талибана, именно вот так войти в страну. Но на сегодняшний момент Туркменистан не то что беженцев не принимает, он даже не принимает тех граждан Туркменистана, которые живут в Афганистане, но у них брак с афганскими гражданами. Вот этих афганских граждан они не принимают в своей стране. И ситуация очень тяжелая на сегодняшний момент. Пані Діано, була інформація, що президент Афганістану Ашраф Гані втік до Туркменістану. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? Ну, вы знаете, если вдруг президент Афганистана находится на территории Туркменистана, то это только по договоренности с талибами, потому что представитель Туркменистана несколько дней назад встречался с представителями Талибана. Поэтому если президент Афганистана находится в Туркменистане сейчас, то это была прямая договоренность и получено было разрешение от талибов, чтобы он туда прибыл. Пані Діано, ну а що взагалі з суспільними настроями в країні? Чи не бояться місцеві жителі, що таліби таки підуть далі? Ну, как я и говорила, во-первых, Туркменистан, мы, в принципе, всю жизнь живем на такой опасной границе с Афганистаном. Пока такой опасности нет. Вот прямо на сегодняшний момент, скажем так, поскольку существует договоренность. Но вероятность того, что афганские туркмены захотят войти в Туркменистан, используя талибов, она есть. А кордони зараз якось укріплюються додатково? Ну, у нас там всегда работает подразделение, находящееся в постоянной боевой готовности. Оно укрепляется, оно работает, в принципе, вот как оно всегда работало. Я не могу сказать, что туда прямо сейчас стянули всю боевую технику из Туркменистана, опять-таки, потому что есть договоренности. Ну, а що із себе являє армія Туркменістану в цілому? Вона в такому стані? Она очень слабая. Армия Туркменистана очень слабая. У нас нет кадров, у нас нет специалистов. У нас не у каждого военного есть просто оружие, которое даст им возможность защищать границу. Солдаты голодают. Мало этого, понимаете, у нас правительство доходит до такого цинизма, что у нас население само голодает, но при этом оно отправляет гуманитарную помощь продуктами, медикаментами и всем-всем в другие страны. Поэтому о какой армии может идти речь? Тобто, я так розумію, весь розрахунок на те, що Росія допоможе в разі чого? Так? Ну, конечно, Россия должна помочь в случае чего, потому что, во-первых, Туркменистан нейтральное государство, во-вторых, мы являемся аффилированным членом СНГ. В любом случае, договоры, они все равно существуют. И если вдруг Але ви не входите, Туркменістан не входить до ОДКБ, так? Організації договору колективної безпеки, але Туркменістан не входить. Да. Туркменистан не может входить, поскольку мы же нейтральная страна, и мы не имеем права заключать какие-либо военные союзы. Но если будет прорыв такого рода, то есть пойдет захват как бы государства и так далее, то, конечно, я так предполагаю, что соседние страны, включая не только Россию, а все постсоветское пространство, скорее всего, они все пришлют свои войска. Ну и не забываем о том, что и ООН обязан будет вмешаться, поскольку государство нейтральное. Пані Діано, на завершення, а кого Туркменістан вважає своїми друзями, які мають прийти на допомогу?
найближчі? Хороший вопрос. Ну, понимаете, Туркменистан, в принципе, всех якобы провозглашает своими друзьями, но кого они считают на самом деле друзьями? Да никого. Просто Зрозуміло. никого. Там. Пані Діано, бажаємо миру Туркменістану і вашій країні. Дякуємо, що долучилися до нашого Спасибо. ефіру. Діана Серебряник, керівниця правозахисної організації «Права і свободи громадян Туркменістану», була із нами на зв'язку.